Короче, ребят, приплыли. Капитально. Менял фильтр. Поменял фильтр. Вот старый фильтр, который не рабочий. Этот хусварновский рабочий фильтр. Но я не знаю, как получилось. Что-то случилось с шлангом. Смотрите. Пузырьки идут. Не знаю, что случилось вообще. Так не должно быть. Там пропускает какой-то воздух. Сейчас не в карбюратор идет топливо, а из карбюратора сюда идет. Хренетень. Я не знаю, что делать. Вот это я точно не знаю. В общем, я вот этой пипеткой качаю. У меня с карбюратора топливо уходит. Понимаете? В бак. В бак уходит. Я слил бензин. Посмотрел, что за фигня там. Короче, фильтр идет с черным шлангом. Уйди тулан. С черным шлангом, который подсоединен фильтр с черным шлангом. Здесь прозрачный шланг, смотрите, прозрачный шланг. И один шланг, кусок торчит, просто торчит. И я думал, черный шланг порван. Нет, там этот прозрачный шланг просто торчит туда, внутрь. И когда качаю с карбюратора, топливо идет в бак. Понимаете? И пузырьки идут. Пузырьки. Что я сделал? Я, ребят, вот в пипетку идет два шланга. Вот, два шланга. Надеюсь, видно. Я, короче, взял и поменял местами шланг. Вот, поменял. И сейчас смотрите. Я качаю. Пузырьки идут в карбюратор. Сейчас будет топливо идти. Почему так? Почему так происходит? Я не понимаю. Может, здесь что-то у него в голове повернулось. Но как так может быть? Я не удивлюсь, если я сейчас соберу и включится, запустится двигатель. Все, этот закачал. Как сказать? Сейчас я соберу все это дело и, в общем, посмотрим. Разрядился, оказывается, аккумулятор. Не знаю, удалось заснять или нет. В общем, что я сделал? Я вам показал, как я менял вот этот шланг на подсос, который, на этот пипетку, который идет. Ничего не изменилось. В общем, ничего не изменилось. И даже я не смог завести его. В общем, заливает свечу, цилиндр полный бензина. Я вообще расстроился, не знаю, что делать. И, короче, я думаю, что я так подумал, что шланг поменял, и как-то, может, это повлияло, что начал бензин идти в цилиндр. Хрен пойми, но это мои догадки такие, я не спец. Одним словом, шланг я обратно поменял, как стоял, так и поставил. И поменял свечу. Новую свечу закрутил. В общем, с полоборота она завелась, двигатель запустился с новой свечой. Потом вот у меня она выключился, я поменял, поставил снова старую свечу, вроде как работает. Если глюки пойдут, значит виной всему свеча. А так, пока все работает, пока оставлю, схожу, допилю уже это я плаху, блин.
Хорошо, что не вечер, не по пути. Скажем, если уже темнеет, и ты на дороге, там, на лодке, там, хрен пойми, что происходит, что произошло. Короче говоря, дальше будем наблюдать. Короче, сейчас старая свеча стоит тут. Ну-ка, сейчас новую свечу все-таки поставлю. Обороты не набирает нормально. Не, свеча не виновата. Что-то топливная система. Что-то с топливной системой, что-то не то. Ладно, пускай пока так будет, а там видно будет, что, какую причину искать. Или же регулировку надо по-новому отрегулировать. Обороты как-то не набирают сразу. Поставил третью такой, ну, так скажем, брусок. И сейчас он примерно 60 сантиметров стал. Две доски вроде вполне достаточно. На 3 доски он хорош, скажем, если кому-то ночевать тут. Ну и хлама, как всегда, больше влезет. В принципе, пока мне все устраивает. Если что, я могу любой момент это убрать. Самый крайний, вот, который сейчас положили. Тяжелый брусок, блин. Сколько возился с пилой и... Ну, все, сделали. Сейчас попью чай. Уже 12:40. Надо пообедать, наверное. Так, наверное, костер организую и суп подогрею. Надо пообедать.
Сложил доски, все в порядке, пускай тут будет. Если слух не изменяет, вроде кто-то поднимается по реке. Если до сюда он доплыл, значит нормально еще. Вроде по нашей реке идет. Далековато, конечно, но слышно. Слышно моторка где-то. Это хорошо. Так. Сейчас подогрею суп. Нормально пообедаю. Ты где был? На озеро ходил, вон. Ну вот, ребят, я уже начал обедать. Вчерашний суп, пачковый суп, с куриным мясо курицы, как же это-то, консервы, мясо цыпленка. Ну, как обычно, я об этом уже вчера говорил, из чего я буду варить суп. Лодка поднялась. Очень быстро даже прошли они. Ну так, мелкие заторы перепрыгивают, не пилят ничего. Явно не охотники с этой реки, а кто охотится на этой реке. Вот я поднимался, сколько пилил там, и буду спускаться, также буду пилить, открывать себе путь, и по возможности, как сказать, чтобы осенью хоть какой-то коридорчик был. Но большие заторы это бесполезно, даже и не заморачиваюсь, проехал и прошел и все. А вот мелкие заторы, где вот, скажем, одно дерево держит там и спилил, чтобы туда не забивало эти вот плювуны, которые идут сверху. Ну вот сверху идет мусор, потом дерево свалится, там опять же идет вот. И каждое гнутое дерево это задержка, задерживает, цепляет, как будто вот держит, схватывает и держит вот. Один сучок может держать целый затор, понимаете? Одна коряга, я имею в виду, одна коряга, не сучок, а коряга, вот, камлевая сторона, вот, это корни, вот, это, что я показывал вам. Они как вот так, я не знаю, как морская мина, вот, представляете, вот мина морская, торчит ушко такая, вот так же и коряга все держит. А эти рыбаки, наверное, поехали в Газку. Налегке поехали. И явно мотор 9.8 или 15. Быстро прошли. Вот. А осенью всегда груженные, вот так едем, полные лодки, там на целый месяц, на 2 недели загружается человек. Это сейчас я обалдею, там на снегоходе, что надо, я привезу стройматериалы, там что хочешь, хоть рубероид, там 3 рулона и вот эти листоцинкованные, топливо, вот это все. А раньше вот ждали весны, вода откроется, загружаешься полной лодкой и вот так на строительство едешь. И по осени также. А сейчас зимой можно перевозить все, что хочешь. Потому что техника любому доступна сейчас. Хоть мотособака, хоть снегоход. Даже на мотособаке можно перевозить там стройматериалы легко. Раньше таких заторов не было, когда я строил эту избу. Я стройматериалы возил по реке, и проблем никаких не было. А сейчас пустой лодкой еле-еле. А
А там широкой лодкой хрен проедешь сейчас. Последняя буханка хлеба, все. Ну и хватит на сегодня и на завтра. Завтра уже где-то в обед буду домой выезжать. Ладно, сейчас я, ребят, отобедаю и здесь еще свалку эту уберу. И пока все. Очень опасное место. Мы поднимались на избу. Это березы не было. Вчера или сегодня свалился. Я сейчас там спускался по своим делам, ниже по течению. Я там прошел, мне так не по себе. Потому что эта береза висит там, хрен пойми как. Очень опасный и очень большое течение. Не знаю, как пилить, решится или нет там. Так. Если пилить, может отсюда начать. Шук-шук-шук-шук, потом развернет. Иначе удачи не видать. Вон туда, вон. Капец. Даже не знаю. Потихоньку, помаленьку. Вот тот ствол держит. Ужас. В прошлом году елка тут стояла. Елка уплыла. Вот на этой березе еще была. Большая елка, только проход здесь был. Не, там очень опасно, ребят. Если упадет, вот ненароком. Фу, блин. Не знаю. Так, сперва сучья, чтобы не мешали, потом вот тот ствол, потом этот.
Этот надо еще спилить. Большой и, наверное, развернет. Так думаю. Зажимает пилу. Пилу зажимает. Так, дальше с берега только, если и сломает, повернет, думаю. Ой, опасно. Ну нафиг. Рисковать не стану. Лучше с берега я еще попробую спилить. Если прижмет пилу, просто утоплю. Нафиг надо. Мон. Так. Такс. Или еще там. Да не должно. Да. Глубоко тут. Сейчас, наверное, течением унесет. Должно. Что-то держит и еще. Вот этот, наверное, держит. И тот недопиленный еще. А в остальном все. Спилил. Сейчас дело времени. Сейчас я здесь и проеду.
почему он не поворачивает? Счет. Этот попробуй. Никак понять не могу. Все, больше без вариантов. Тут больше я сделать ничего не смогу. Если только там пилить, я туда не полезу. Сейчас на лодку вот тут проскочу. Здесь намного безопаснее, чем вон там. Нет, я туда, там проехал. И меня на эту елку потом скинуло, блядь. Ну, повернул и боком. Все, поедем сейчас. Сейчас уже более безопаснее. Лучше не полениться так. Открыть дорогу. Тулан куда-то ушел. Тулан! Лак, все. Все нам. Ох. Едем, мы помчимся. На оленях утром ранним. Все. Едем на избу. Идем. Сейчас. Тут газку сейчас. Что держит, не могу понять. Вот нижний ствол должен там тоже быть. Или он куда-то уперся, блин. Там может... Может там коряга какая? Нет, здесь я пилить не стану. Опасно. Он висит. Завтра, если что, тут проскочу. Туланчик лежит. Мы уже в избушке, ну, вечер. Давно уже приехали. На лодке прокатились. Сегодня вроде теплее, и комарья уже достает. Вовсю начали летать. Здесь, что возможно, я
все убрал. Ну, опилка это не принципиально, это не уберешь там на мху. Это гнилое бревно вот спилил на чурки. Вот этот конец и там еще. 2 чурки расколол, дом занес. Так как все открыто, и сегодня ночью я буду вставать, подкину дрова, сырые дрова. Сегодня печка погасла ночью, и к утру вообще дубак на улице, ну как сказать, в избушке прохладно стало. Потому что и заморозки ночные были. Да, Тламе? У него каша есть, сейчас я добавил. Еще один раз добавить осталось, и все, заканчивается. Завтра я ему варить не стану ничего. Птица поет. Вон солнце. Тишина. Тулан, чё чешешься так? А. Волны идут. Утка что ли села? На озере волны. Возможно, утка села. Очень много чирков, между прочим. Сегодня слышал свист рябчика. Чирки летают. На реке их очень много. Наверное, уже самцы собираются, они обратно улетают потом. Как сказать, самки на гнездо садятся, а самцы уже газку обратно на юг. Вот. Ну давайте сейчас еще за ужином, бла-бла-бла, и спать. Вот дровышки приготовил. Не знаю, видно, не видно. Темновато, конечно. Чайник закипел уже. Убираем. Все. Ну и тут макароны. Макароны с тушенкой. Как свинина. Тушенка сам готовил. Своя домашняя. Сейчас налетят на меня. Какая домашняя тушенка? Скотину не держишь. Своя. Потому что я своими руками сделал. Тушенку готовил. И, как сказать... Понятное дело, мясо покупное. Но тушенку я дома сам крутил. Закручивал. Лук ничего не добавлял. Морковь, лук. Лук есть немножко остаток, а только тушенка, макароны и все. Как всегда вкусно. Мне макароны очень нравятся. Люблю есть макароны. Что-то хотел сказать еще и забыл. В общем, завтра едем домой. Вот такой поход получается у нас. Не знаю, осенью приедем, в каком виде будет наш пол, потому что влаги все мы поставили на мерзлую землю. Может где-то искривиться, может где-то еще. Уверен, нары, вот эта стойка, наверное, низ пойдет чуть-чуть косо будет стоять. Но от силы 3 сантиметра, наверное, может. Ну, где-то вот 3-5 сантиметров гуляет. Вот. Видно. Весна, осень, есть различия. У меня стол здесь стоял. Сейчас-то хорошо на полу, с полом будет ходить. А здесь в углу у меня стол был до этого. Еще первые дни здесь мы в этом походе я снимал, что я разобрал. Короче, 3 угла у меня на стене, 1 угол на полу. И постоянно приходится там убавлять ножку, прибавлять. Морока, она вот нары также будут.
Вот эта лавочка, длинная лавочка у меня то на стене, он независимый, тоже с рубом, если что, будет ходить. Но осенью посмотрим. Надеюсь, если все хорошо будет, осенью приедем в октябре месяце. В начале октября. В конце сентября, в начале октября, вот где-то вот так. А летние походы, думаю, я не знаю. Даже и планировать не буду. Вот. Ладно, давайте, ребят. Я ужинаю. Завтра уже встретимся. Что-нибудь снова поснимаю.